Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». На прошлой неделе в Приморском крае прошел Восточный экономический форум, в котором Якутия принимала активное участие. О главных итогах ВЭФ мы поговорим сегодня с министром экономики Майей Даниловой. Майя Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Наверное, начнем с основного. Расскажите, пожалуйста, о том, какие основные итоги форума, которые касаются нашего региона. Участие Республики Саха-Якутия очень широко освещалось в средствах массовой информации, и я сегодня хотела бы остановиться на тех моментах, которые, может быть, ранее не были озвучены, и в целом о том влиянии Восточного экономического форума, который оказывает на Дальний Восток. Участие в целом на форуме приняло более 4000 участников. Приняли участие также и лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского региона. И примечательно, что на пленарном заседании с участием президента страны Владимира Путина премьер-министр Индии господин Моди упомянул о тех сферах сотрудничества, которые сейчас реализуются между штатом Гуджарат и Республикой Саха-Якутия. Что отличает Якутию от других субъектов Российской Федерации? В структуре экономики Дальнего Востока Якутия занимает лидирующие позиции. Например, 20% валового регионального продукта всех дальневосточных регионов приходится на Якутию, 19% инвестиций в основной капитал тоже приходится на Якутию. Это такие впечатляющие цифры, но в социальной сфере также мы являемся лидерами по многим показателям. Безусловный лидер республика по естественному приросту населения, по продолжительности жизни на Дальнем Востоке, и все и национальная программа развития Дальнего Востока, и многие инструменты, которые сейчас инициируются, здесь направлены на достижение такой стратегической цели, как закрепление населения на Дальнем Востоке. И здесь республика также достигла определенных успехов. За последние 2 года численность населения республики увеличилась на 15 тысяч человек, и это практически эквивалентно росту за 15 предыдущих лет. Наблюдается миграционный прирост населения, и, конечно, это тот результат, который ожидает в каждом регионе каждое правительство каждого региона, той политики, которая реализуется на Дальнем Востоке. И самое главное, что на всех сессиях форума очень много говорилось не только о проектах, которые реализуются в Якутии, но и таких достижениях, как, например, креативная экономика, достижениях в киноиндустрии. Лично я участвовала, например, на сессии, которая называется очень экзотичная «Экономика счастья», и модератор говорил о том, что Якутия — это лидер Дальнего Востока по инициативам граждан, которые заявляются в фонд президентских грантов. И в этом году действительно 67 таких победителей по заявкам, которые предоставила Якутия, получила поддержку из данного фонда. И также хотелось бы отметить, что не только объемы инвестиций, то, о чем говорилось на площадках форума, привлекает, характеризует Якутию, но и такое допустим, новое направление, который сейчас культивирует наш главный институт развития в России, это ВЭП-РФ, это повышение качества предоставления социальных услуг. В Российской Федерации реализуется всего 5 проектов, так называемых проектов социального воздействия, из них 2 на территории Республики Саха-Якутия. Мы практически были пионерами по такому проекту, как повышение качества услуг образования. Сейчас 27 школ, это 5000 школьников Хангаласского УЛУСа участвуют в этом проекте, и первые результаты, они такие хорошие, можно сказать. Базовые знания, измеряли базовые знания до проекта, и сейчас промежуточные результаты. На 29% улучшилось качество по русскому языку базовых знаний школьников, на 10% по математике.
также по количеству участников регионального этапа всероссийских олимпиад. Да, если раньше было 5, то сейчас уже 11 таких участников. И вот это, вот, конечно, тот результат, которого добивается и ВЭП РФ, ну и в целом руководство республики, говоря о качестве предоставления именно социальных услуг и повышения качества жизни населения. Майя Андреевна, известно, что в конце прошлого месяца Якутия одна из первых была в числе субъектов Российской Федерации, что получила одобрение на инфраструктурный бюджетный кредит. Каков будет механизм расходования возврата этих средств? Да, на правительственной комиссии по региональному развитию был одобрен инфраструктурный бюджетный кредит Республики Саха-Якутия на реализацию 3 жилищных проектов в общей сумме 4 миллиарда 163 миллиона рублей на 15 лет под 3% годовых. Да, это недорогие ресурсы для реализации проектов. В целом 3 жилищных проекта. Это микрорайон в городе Якутске, Звездный, да, квартал Р в городе Нерюнгри и в поселке Жатай. Это общежитие и многоквартирный дом для работников высокотехнологичной Жатайской судоверфи. В целом, когда мы защищали эту заявку в соответствии с методологией, да, Минэкономразвития Российской Федерации, да, и Минфин Российской Федерации предъявляют очень такие жесткие требования к обеспечению возврата этого кредита. Да, то есть этот кредит должен быть вернуться за счет тех налогов, которые генерит непосредственно сам проект. И, допустим, жилищные кварталы — это все-таки достаточно такой мультипликативный проект, потому что на коммерческих площадях, да, там будут создаваться рабочие места, будет развиваться бизнес, да, будут строиться школы, детские сады. Всего 13 социальных объектов предполагает строительство квартальной застройки и в Нерюнгри, и в городе Якутске. И в результате, конечно же, генерятся налоговые поступления. И вот за 15 лет эти налоговые поступления в региональный бюджет и в муниципальные бюджеты за счет налога на имущество, да, за счет налога на имущество физических лиц, за счет налога на прибыль непосредственно застройщиков, за счет налога на доходы физических лиц составил 9 миллиардов рублей. И эти расчеты подтверждены Минэком Российской Федерации и Минфином Российской Федерации. И получается, получая кредит в 4 миллиарда, да, рублей, мы получаем доходы в объеме 9 миллиардов рублей. Они полностью покрывают сам кредит и проценты по нему, которые будут начислены в течение 15 лет, и достаточно такой низкий процент, 3% годовых. А вот такой интересный термин «инфраструктурное меню», потому что помимо бюджета кредита включает в себя новый инструмент в виде инфраструктурных облигаций. На форуме Якутия подписала меморандум с Дом.РФ. Что содержится в этом документе и какие эффекты он предполагает? Да, акционерное общество Дом РФ является одним из таких вот флагманов, катализаторов жилищной застройки, да, в Российской Федерации. И инфраструктурные облигации — это, конечно, один из элементов инфраструктурного меню, в который также входят инфраструктурные бюджетные кредиты, да, и средства Фонда национального благосостояния. Вот инфраструктурные облигации, если инфраструктурный бюджетный кредит мы планируем, да, вот, в этих проектах привлекать на создание коммунальной инфраструктуры, да, то инфраструктурные облигации будут направлены на строительство социальных объектов. Всего, как я уже упомянула, 13 социальных объектов у нас планируется. В этих кварталах это 2 поликлиники, 3 школы, 4 детских сада, да, и крытый хоккейный корт. Вот. И на часть этих социальных объектов будут направлены средства инфраструктурных облигаций. И, как я уже говорила про инфраструктурных бюджетных кредитов, вот те эффекты налоговые, да, которые будут генериться на данных проектах, их хватает также на то, чтобы вернуть и инфраструктурные облигации. Основная тема форума носила название «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Какие решения были приняты по итогам мероприятия с участием президента страны Владимира Владимировича Путина?
Да, ВЭФ — это не только соглашение, не только участие в сессиях, это те решения, которые принимаются на федеральном уровне, непосредственно на самом высоком уровне президентом страны Владимиром Путиным. И он многие предложения, которые были высказаны на полях форума, поддержал, да, в том числе остановлюсь на тех, которые непосредственно республики касаются. Это выделение не менее 6 миллиардов рублей в рамках программы обязательного медицинского страхования на текущие расходы здравоохранения. Для нас это тоже очень существенно, потому что республика теряет при том нормировании, которое сейчас присутствует, около 4 миллиардов рублей. Это первое. Второе — это продление такого механизма, как единая субсидия. На 2022 год планируется выделить не менее 20 миллиардов рублей, да, и в том числе половина из них тоже должна пойти на развитие здравоохранения. Напомню, что сейчас в городе Якутске кардиологический диспансер, который будет введен в этом году, также финансируется за счет этой единой субсидии. В 2019 году был проведен капитальный ремонт Нюрнгринской детской больницы, поликлиники, а также за счет средств этой единой субсидии. И мы, конечно же, очень с большим воодушевлением приняли эту новость о том, что в следующем году 20 миллиардов рублей в целом на Дальний Восток будет выделено на единую субсидию, и мы готовим свои проекты в этом плане. Также Владимир Владимирович Путин дал поручение Минтрансу Российской Федерации, Минфину Российской Федерации, чтобы не были допущены ситуации, которые сейчас наблюдаются, когда регионы в целом не получили субсидию на авиабилеты для всех категорий граждан. Да, и соответствующие поручения мы тоже ждем в перечне поручений, которые выйдут по итогам форума. Будет запущена программа ремонта школ, капитального ремонта школ. Эта программа также позволит выделить средства на те направления, которые у нас очень долго недофинансировались. Да? И будет поручение о создании национальной системы мониторинга за состоянием многолетней мерзлоты, чтобы эта нормативная основа была запущена уже до конца 2021 года, и здесь мы тоже планируем принять самое активное участие. Майя Андреевна, а кроме реализации соглашений и инвестиционных проектов, какие решения планируется принять у нас в республике по итогам Восточно-экономического форума? Да, по итогам различных встреч с руководством федеральных институтов развития, да, федеральных органов власти приняты решения о том, что у нас, например, будет создан фонд развития промышленности на базе фонда развития предпринимательства. Такая возможность имеется. Соответственно, мы будем подаваться на софинансирование, да, проектов фонда развития промышленности, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Это такая договоренность имеется с министром Мантуровым Денисом. И учитывая то, что Владимир Владимирович Путин, да, поручил создать на Дальнем Востоке 3 высокотехнологичных центра, в республике мы тоже будем готовить заявку и рассчитываем на то, что один из центров, это инновационный научно-технологический центр, будет создан на территории Республики Саха-Якутия. Так. Я уже упомянула национальную систему мониторинга, там мы тоже будем активно участвовать, и также подготовим заявки по тем направлениям, о которых тоже есть предварительное одобрение и со стороны Минпромторга России, и с РЖД. Это участие в государственной программе на субсидирование оснащение медучреждений Республики кислородными станциями, да, кислородными концентратами, на обновление автобусного парка. Тоже мы подадим госпрограмму развития промышленности Российской Федерации. Напомню, что 100 автобусов в городе Якутске планируется приобрести к столетию Республики Саха-Якутия в следующем году. Так, и направим также заявку в РЖД на инвестиционную программу РЖД на приобретение железнодорожных составов для ЖДЯ. Благодарю вас, Майя Андреевна. Надо сказать, что такие результаты итогов Восточного экономического форума действительно впечатляют. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и оставайтесь с нами. До встречи.